Минтруд России решил изменить минимальный размер пенсионных накоплений, при котором они выплачиваются гражданину не сразу всем, а ежемесячно и пожизненно. В ведомстве считают, что увеличение накоплений приведет к увеличению объема единовременных выплат. В частности, Минтруд предлагает осуществлять единовременную выплату в случае, если назначенная накопительная пенсия не превышает 20% минимального размера оплаты труда. Сейчас пожизненная накопительная пенсия выплачивается россиянам, у которых на счете есть достаточно денег, чтобы ежемесячные выплаты превышали 5% по отношению к размеру совокупных пенсионных выплат. Если объем накоплений не достиг указанного уровня, они перечисляются единовременно. Правительство изменило в этом году 7 детских пособий. Стало больше пособий по беременности и родам. Рассчитывать на него могут работающие женщины. За 70 дней до родов и после женщине положен средний заработок. Минимальный размер декретных высчитывается из минимального размера оплаты труда, максимальный из страховых взносов. В этом году минимальный предел выплаты был увеличен до 55 830 рублей. Максимальный составил 322 191 рубль. При постановке на учет на раннем сроке беременности будущая мать может получить единовременное пособие, которое на данный момент проиндексировано на 3%. При рождении ребенка дается 18 004 рубля. Это пособие получает один из родителей. Минимальный размер по уходу за ребенком до 3 лет составляет 6752 рубля. Максимальный с учетом среднего заработка 27 984 рубля. Также в этом году по распоряжению президента появился еще один вид пособия на детей от 3 до 7 лет. Его могут получить малоимущие семьи. Размер такого пособия составляет 50% от регионального прожиточного минимума. На одного ребенка он может составить порядка 5500 рублей. Условия получения материнского капитала также изменились в этом году. Теперь при рождении первого ребенка можно получить 466 617 рублей. Ассоциация банков России предлагает новые способы борьбы с финансовыми мошенниками. В частности, ассоциация хочет блокировать переводы или расходы по карте на 25 дней, если клиент подозревает в мошенничестве получателя. Пакет с предложениями уже направлен в Центробанк. Предлагается расширить перечень действий, которые банки могут совершать в рамках борьбы с мошенническими переводами. Клиенту будет необходимо лишь сообщить об этом не позднее следующего дня после того, как банк получил уведомление о совершении транзакции. Предполагается, что банк-получатель средств, заметив подозрительную операцию, сможет блокировать счет, на который поступили деньги. Если же он получит подтверждение легитимности операции, то продолжает ее проведение. Кризис и пандемия повысили интерес россиян к объединению своих долгов перед разными банками и другими кредиторами. Должники стали чаще обращаться к коллекторам с просьбой выкупить их обязательства, чтобы платить только одной компании, сообщили в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. Если раньше доля таких клиентов не превышала 0,5% от числа тех, чьи обязательства проданы коллекторам, то к октябрю она выросла в 6 раз, до 3%. Количество подобных обращений стало постепенно расти, начиная с апреля, когда в России начал действовать режим самоизоляции. 85% желающих объединить долги имеют обязательства перед микрофинансовыми организациями, 5% только перед банками, а оставшиеся 10% должны и тем, и другим. 62% таких клиентов задолжали разным кредиторам сумму до 100 тысяч, почти треть должников до 500 тысяч рублей.